На самом деле думал проповедовать о 3 уровнях гордости. Мне почему-то казалось, или я так думал, что уровень гордости можно как-то градировать. Можно какие-то уровни различить. Но чаще всего это такая большая коллаборация, большой комок всего. И Бог с нами, с тобой, со мной, Он начал свою работу, когда мы с Ним встретились. Когда мы соприкоснулись с Его Словом, мы вдруг начали понимать, во-первых, что все наши знания, которые мы раньше имели, и которыми мы гордились, хвастались, это такая глупость на самом деле. Потому что это те знания, чаще всего, которые являются просто информацией, благодаря которой мы надмеваемся над другими людьми. И ничего более. Но те знания, которыми мы начинаем жить, которые мы делаем частью нашего образа жизни, мы начинаем на основании этих знаний жить, они приносят нам какие-то благословения. Знания, которые воплощены в жизнь. Знания, которые ты не просто хранишь в голове для того, чтобы с кем-то посостязаться, над кем-то понадмеваться, кому-то показать уровень своих знаний. Если эти знания ты хранишь для того, чтобы на основе этих знаний в чем-то двигаться, эти знания будут тебе благословением и принесут тебе благословение. Если это просто знания, если это просто информация, которая ничего не делает в твоей жизни и не делает тебя более плодотворным в твоей жизни, эти знания рано или поздно начнут надмевать внутри тебя. Ты будешь просто на основании этих знаний над кем-то надмеваться. И знаете, вот чаще всего люди, которые просто имеют знания и не имеют никаких дел, никакой практики, чаще всего эти люди, вот если со стороны посмотреть, они похожи на выскочек, на таких, знаете, вот всезнаек. Что бы ни происходило, он все знает. Он знает, как надо то, как надо это. И от таких людей очень быстро устаешь. Потому что это люди, которые сами ничего не делают. Но они знают все, как нужно делать правильно. И я тебе хочу сказать, вот если у тебя есть знания, и ты этими знаниями не живешь, эти знания не стали частью какого-то результата в твоей жизни, они не принесли никакого результата в твоей жизни, выкинь просто эти знания. Просто выкинь. Это пустая информация, которая тебя рано или поздно будет надмевать над другими людьми. Но если ты считаешь, что это важные знания, тогда на основании этих знаний начинай двигаться куда-то. Начинай эти знания воплощать в свою жизнь. И знаете, вот 2 уровень, когда мы говорим сначала о знаниях, вот это вот орущее сердце, которое кричит: я знаю, что ты лезешь ко мне, что ты меня учишь, ты там жену свою учи, там, а я там могу сам разобраться в этой ситуации, там, не лезьте. Хуже всего, когда мы знаем все обо всех, и мы знаем все о Боге. Вот это страшнее, наверное, всего, вот, когда мы говорим вообще о знаниях. Знаете, как это иногда проявляется? Когда человек тебе говорит: а ты к Богу приди, спроси у Него, что бы Он тебе ответил, что бы Он тебе сказал. Да я знаю, что мне Бог скажет. Ладно, там про меня говорят, там некоторые люди говорят: да я к тебе не пришел, я знал, что ты мне скажешь. Как ты можешь знать, что я тебе скажу? Вот как ты можешь знать? Ты не знаешь вообще, я могу в одной и той же ситуации говорить совершенно противоположные вещи, как кажется. Потому что на самом деле ситуации у всех разные. Ты не можешь знать, кто и что тебе скажет. И когда ты за других решаешь: я знаю, что он мне скажет. Это самая большая глупость, особенно за Бога решать. Я знаю, что там написано. Ты человеку говоришь: почитай, что Писание говорит о том или о другом или о третьем. Да я знаю, что там написано. Ты уверен? Открой, посмотри. Ты увидишь для себя какие-то новые вещи и поймешь: вау, все, что я знал, это была просто фейковая информация о Боге, об этой ситуации и о том, что Бог хочет сказать. Ну так вот, 2 уровень, когда мы разбираемся вот с этим состоянием «я знаю», когда мы начинаем уже в этом бодрствовать, есть 2 уровень. Это наши дела. Это то, чем мы можем гордиться, хвалиться, превозноситься над другими людьми. Это уже классно, что у тебя есть какие-то дела, которыми ты можешь хвалиться. Мудрый человек, он понимает одну вещь, что любые дела, любые заслуги, любые достижения, которые я могу сегодня достичь, к которым я могу сегодня прийти, это все пришло от Отца Светов. Друзья, многие из нас, мы хвалимся тем, что мы способны там к языкам, что у нас есть способность
петь, кто-то красиво танцует, кто-то красиво говорит, кто-то может зарабатывать деньги вот так просто из воздуха. Мы можем гордиться разными вещами, что я понимаю одно, другое, третье, и могу это воплощать в жизнь. И мы хвалимся этими вещами. И это глупо, потому что это всего лишь надмение над Словом Божьим. Все доброе в нашей жизни, оно пришло от Отца Светов. И если ты что-то можешь, это потому что внутри тебя заложены определенные способности и таланты, которые, слава Богу, ты не закопал. Другое дело, когда многие люди закапывают это, и они вообще ничего не могут. Это печально. Но люди, которые сегодня к чему-то пришли, у них есть какие-то результаты, это просто хвала и честь тебе только в одном, что ты не закопал дары, данные тебе Богом. Как много людей присваивают дела, поступки, свершения, то, что у них получилось, они присваивают это своему «я». Какой я крутой, как я смог, как у меня получилось, как я могу. И мы на основании этого надмеваемся над другими и хвалимся нашими делами, которые мы можем делать сегодня. Сегодня моя проповедь будет состоять как минимум из 4 частей. Первая часть с 2 местами Писания. Это послание Коринфянам, первое послание Коринфянам и второе сразу прочтем. Апостол Павел говорит Коринфской церкви, это вообще уникальная церковь. Он говорит, что это суперодарованная церковь, при этом он говорит о многих изъянах, которые существовали в той церкви, начиная от сексуальной нечистоты, заканчивая тем, что связано с гордостью, когда люди делились на основании того, кто им служил. И он объясняет им одну вещь. Он говорит: братья, обо мне и об Аполлосе ради вашего... Я говорю это, братья, обо мне и об Аполлосе ради вашего блага, чтобы вы на нашем примере поняли, что означает изречение. Ничего сверх того, что написано, и чтобы вы не хвастались кем-то одним, ставя его выше другого. Кто же делает тебя лучше других? Что у тебя есть своего, чего бы ты не получил от Бога? Здесь он спрашивает или задает им вопрос совершенно понятный. Он говорит: если ты чем-то хвалишься в своей жизни, что ты можешь своими руками что-то создать, ты можешь своим умом что-то создать, у тебя есть вот в этом наклонности или вот такие способности. Он говорит, что ты этим хвалишься, или что такое есть в твоей жизни, что делает тебя лучше других. То есть эта церковь, она делилась на такие сегменты, где одни надмевались над другими, одни хвалились или превозносились над другими благодаря каким-то дарам, способностям, возможностям, которые эти люди практиковали в своей жизни. И он говорит, что у тебя есть такого своего, чего бы ты не получил от Бога. Он их в корневую проблему возвращает. Он говорит, любое дело, которое сегодня ты можешь реализовывать, ты к чему-то пришел, ты что-то достиг, это благодаря дарам и способностям, пришедшим от Бога в твою жизнь. Все дары и способности от Бога в моей жизни. Да будет это ясно для нас, да будет это, знаете, как солнце, которое всходит, и мы понимаем, что это солнце, и с этим никто не поспорит, что любой дар, любая способность, любая добрая наклонность, это не повод нам над кем-то надмеваться, у кого этого нет, кто на это не способен. Это единственный повод поднимать руки и благодарить Бога за то, что в моей жизни есть такие дары, такие способности. Другое место Писания, опять эта же самая церковь, и он говорит, второе послание Коринфянам, 3 глава, с 5 стиха. «И не потому, что у нас самих есть нечто особенное, какая-то заслуга». И он дальше говорит, наши способности исключительно от Бога. У меня способности от папы с мамой на генетическом уровне исключительно от Бога. У меня способности, потому что я умный, исключительно от Бога. У меня способности, потому что я богатый, я продвинутый, я способный, я там еще какой-то. Я тебе могу сказать, вот любое Божье благо, любые Божьи возможности, способности, которые ты смог реализовать, ты к чему-то пришел, ты что-то увидел, у тебя что-то получилось исключительно
от Бога данные способности. Я не хочу никогда, чтобы кто-то из нас, мы хвалились бы тем, что мы можем, а кто-то другой не может. Потому что это самая великая глупость. Ты хвалишься тем, что принадлежит Богу, что Он дал тебе в твою жизнь. Кого-то нас Бог ставит над одним управлять, кого-то над другим. У каждого из нас есть какое-то свое место. Я, например, не могу петь или танцевать, но я могу пророчествовать. Я не могу пророчествовать, зато я могу видеть видение и говорить в жизни людей очень точное откровение. Может быть, я не могу говорить очень точное откровение, в конце концов. Я могу, читая Слово Божие, обучать этому Слову других людей. У каждого из нас есть какие-то способности, мы не похожи друг на друга. В том числе это проявляется в труде, который мы делаем, на котором мы деньги зарабатываем. Кто-то специалист в искусстве, кто-то специалист в делах канализационных. И те, и другие важны. Но каждому Бог дал какую-то свою наклонность, способность, дар. И человек двигается в этом, и он не похож на другого. И у нас нет повода надмеваться друг над другом. Кто-то утонченный может услышать, к примеру, о том, как из 12 человек один-то точно фальшивит. А для кого-то это все прекрасный Божий хор. Хор каких-то ангелов небесных, которые собрались, влево-вправо тянут, но зато они делают это для Христа. Знаете, мы все разные. Это не повод нам надмеваться друг над другом. Кто-то играет на гитаре, кто-то играет в вальчики, кто-то играет в шахматы, а кто-то в нарды играет. Знаете, это все разные уровни способностей, и никто не может над другим превозноситься благодаря тому, что ты можешь, благодаря тому, что у тебя есть, благодаря тому, что ты можешь, например, в той или иной сфере быть продвинутым человеком. Кто-то прекрасно готовит, кто-то, как я, например, все, что может приготовить, это яичницу. Но зато прекрасно. Дальше я просто не пошел, нет у меня наклонности в этой сфере. Это первая часть. Любой, исключительно, без исключения, любой дар, любая способность, любая твоя наклонность, это то, что пришло от Бога в твою жизнь. Нечем нам хвалиться. Вот, друзья, нечем нам хвалиться. Кто-то может одно, кто-то другое. Это не повод нам друг над другом надмеваться. Когда мы это поймем, ни один человек, у которого сегодня есть большой достаток финансовый, он не будет надмеваться над теми, кто сегодня не знает, как заработать деньги или работает за небольшие деньги. Ты не будешь надмеваться и говорить: да блин, как ты можешь вообще, вокруг столько возможностей, ты что, тупой что ли? У тебя никогда не будет такой риторики, ты будешь понимать, Бог дал тебе способность, и Он дал тебе для того, чтобы ты стал благословением для других. Второе. 2 места Писания из послания Филиппийцам. Подумайте внимательно над словами, которые апостол Павел здесь говорит. Он говорит: не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны, считайте других выше себя, руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. И дальше. Правда и то, что некоторые сегодня возвещают Христа из-за зависти и соперничества, но другие возвещают из самых добрых побуждений. Они руководствуются любовью, понимая, что я помещен сюда, чтобы защищать радостную весть, тогда как первые возвещают Христа из эгоистичных побуждений, неискренне, желая доставить мне здесь в заключение больше трудностей. Он объясняет о том, что любые наши дела, которые мы делаем, мало того, что мы должны преуспевать в наших делах, мы должны уметь взвешивать или оценивать мотивацию наших поступков и наших дел, которые мы делаем. Друзья, знаете, в чем гордость иногда проявляется? К примеру, какого-то человека в чем-то ущемили. Образно. Вот, например, человек рано женился, у него была жена, потом они вместе они вместе выросли, вместе повзрослели. И тут вдруг жена понимает, что у нее муж не способен зарабатывать много денег. У нее была такая мечта, что она выйдет замуж за миллиардера, а не случилось. Знаете, вот бывают такие ситуации, к примеру, вдруг этого парня кинула эта жена.
жена, потому что сегодня вот тенденция вообще существует. И знаете, что происходит у такого мужчины? Это вот, я просто объясняю, как мы потом с неправильными сердцами испорченными, больными, чаще всего полными гордости, мы потом пытаемся доказать всему миру. Мы начинаем, например, изучать английский язык, чтобы уехать в Америку и зарабатывать там по 10 тысяч долларов, чтобы потом она в инсте меня увидела, красавца, на большущей машине, с огромным домом, вот с такими ногами, новой женой, чтобы она меня увидела. И поэтому я во всех соцсетях пощу вот эти вот свои фоточки, пощу вот эти свои какие-то... Знаете, это все... мотивация, из-за которой мы что-то делаем, и делаем из-за гордости, из-за неправильных мотивов, которые просто лежат глубоко, глубоко, глубоко там в отвержении. И там, где много отвержения в нашей жизни, там очень много гордости. Потому что там, где мы были отвергнуты, там мы делаем такие клятвы. Я тебе докажу, ты меня увидишь, я вам всем покажу, я тебе еще нос утру. Мы вот там делаем все эти решения и потом не понимаем, почему мы всю жизнь кому-то чего-то доказываем. Почему мы всю жизнь пытаемся что-то такое большое в своей жизни иметь, чтобы этим хвалиться. Чаще всего люди ущемленные, ущербные внутренне, неисцеленные, не получившие настоящего божественного исцеления. Вот они все хотят что-то такое кичущее в своей жизни, орущее о его успехах, о его достатках. Но поймите, друзья, правильно, если ты сегодня человек не просто там кроткий или смиренный, если ты человек, который понимает, что тебе не надо никому ничего доказывать, ты не живешь вот из этой дурацкого тщеславия, из этой дурацкой гордости, ты ничего не делаешь, чтобы кому-то доказать, что ты крутой. У тебя не будет просто этих идиотских идей, знаете, вот жить инстаграмной жизнью. Просто показывать всему миру, какой ты крутой. Показывать всему миру твои успехи, твои достатки. Ты будешь знать, Бог это видит, Бог это знает, Бог это оценит. И если я что-то достиг, я хочу этим служить другим людям. Я не хочу жить ради того, чтобы только этим питаться и быть каким-то эгоистом. Я хочу благословлять других людей. Итак, первое. У тебя нет ничего такого в твоей жизни. Любые твои достижения, которые ты сегодня имеешь или к которым ты сегодня придешь, да, они должны побуждать тебя только больше хвалить Бога, больше прославлять Бога, поднимать руки к Нему и говорить: Бог, спасибо Тебе, потому что это Твои способности. Второе, когда ты занят сегодня в какой-то сфере, ты, может быть, служитель, ты, может быть, человек, который зарабатывает деньги, любая сфера твоей жизни, она должна быть тобою контролируемая в плане твоих мотивов, в плане твоей мотивации. Никогда ничего не делай ради того, чтобы кому-то что-то доказать, показать себя и прославить себя. Вы не представляете, друзья дорогие, на протяжении 32 лет, сколько я встречался с разного рода людьми, которые внутренне ущербные, они внутренне так и не получили свое исцеление от любящего Отца. Они так и не стали питаться тем, кто они являются во Христе Иисусе. А на минуточку, мы все во Христе Иисусе имеем одинаковый статус, статус Его Божьих детей. Выше этого статуса нет ничего. Если это не питает тебя сегодня, если это сегодня ты не пережил, если ты сегодня это недооцениваешь, ты всегда будешь стремиться к тому, чтобы занять какую-то крутую позицию в церкви. Ты всегда будешь хотеть стать кем-то в церкви, потому что это будет то, что питает тебя. И как много я встречал людей, вы даже не представляете, которым я предлагал, я им говорил: оставь, пожалуйста, служение на год. В смысле, я буду что, простым прихожанином? Это, знаете, это как будто бы ты ему просто говоришь: сейчас я тебе одну руку отрежу, ты будешь калекой. И мы все будем над тобой ржать теперь всю свою жизнь и говорить: ну что, правой рукой что-нибудь сделай, при том, что у тебя ее нет. Знаете, такой же человек переживает унижение, когда ты ему говоришь: оставь свое служение, переживи божественное восстановление, исцеление. Но так как человек не научился питаться своим статусом Сына Божьего, он питается от своих погонов и
и регалий, которые он имеет в Царстве Божьем. Как только вы встречаете людей, которые сегодня, прежде чем он вошел, должен глашатай войти и сказать: «Тын-дры-ды-ды-дын-дын-дын-дын, вставайте все!» Заходит апостол или там епископ Денис Викторович Швидко, магистр богословия, закончивший то, все, третье, десятое, сделавший то, третье. Ребята, как только вы видите такого человека, знайте одно: этот человек так и не понял одного, что нужно питаться или свою самооценку строить на том, кем мы являемся во Христе Иисусе, а не на том, какие дела мы сегодня делаем для Бога. Слышите? Как только вы видите человека, который пытается вот таким образом себя превознести, вы должны понимать, что это точно не мой путь. Благословит Господь этого человека, пусть Он откроет ему глаза. Это не наше там дело кого-то осуждать, кого-то в чем-то там упирать. Наше дело наблюдать за собой, наше дело смотреть за собой. Итак, не надмевайся своими делами и тем, что ты можешь, над другим человеком. Когда ты что-то делаешь, а тем более, если у тебя это получилось, никогда не делай это, чтобы кому-то что-то доказать. Из каких-то тщеславных побуждений, из каких-то побуждений, чтобы кто-то тебя увидел, чтобы кто-то тебя заметил, чтобы кто-то на тебя внимание в конце концов обратил. Третья вещь, о которой я сегодня хочу поговорить, это то, что записано в Евангелии от Луки, 17 главе. Иисус интересные слова говорит. Он говорит своим ученикам: «Всегда будет повод для греха, но горе тому, кто толкает людей на грех». Вот давайте будем честны, каждый из нас, мы всегда, как бы мы ни клялись, как бы мы ни делали каких-то правильных обещаний, после очередного, может быть, падения, у нас у всех разные падения могли быть и продолжаются разного рода проявления изъяна наших характеров, согласитесь? Например, если ты не делаешь одно, то ты можешь в другом согрешать. У нас у каждого есть какие-то вещи. Например, я могу раздражаться на жену. Я могу делать какие-то, например, неправильные высказывания. Я могу там делать какие-то неправильные решения, неправильные поступки, неправильные действия. И дальше вот здесь Иисус говорит в этом месте Писания: для того, кто хотя бы одному из этих малых даст повод к греху, было бы лучше, если бы ему надели на шею мельничный жернов и бросили в море. То есть он говорит о человеке, который своим поведением, своими поступками толкает другого человека к греху. Я могу сам делать грех, я могу другого толкать на грех, на ответочку, на неправильную совершенно. И дальше он говорит: следите за собой. Если твой брат согрешает, упрекни его. И если он раскается, прости его. Вот здесь, смотрите, прописаны взаимоотношения. И эти взаимоотношения, они не подразумевают гордости. Потому что так или иначе, вот смотрите, мы живем в сообществе, в христианском, мы все в семьях находимся, мы находимся в общении друг с другом. И так или иначе, в нашем сообществе проявляется наш характер. Иногда мы что-то делаем неправильно. И правильно, например, когда я вижу, что человек сам согрешает и других толкает на какой-то грех, правильно такого человека, Библия говорит, что сделать? Упрекнуть его. Что такое упрекнуть? Это когда ты говоришь: Даш, вот в этой ситуации ты была не права. Это неправильно, то, как ты себя повела. Кто ты такой вообще? Что ты за чмо такое, что ты лезешь в мою жизнь? Я знаю без тебя. Это не про Дашу. Это про другого человека, которого нет в нашем собрании. И знаете, там написано, что когда ты говоришь в жизни этого человека, как этот человек реагирует? Как там должно быть в идеале, без гордости? Он раскаивается. Например, моя жена мне говорит какие-то слова. Я раскаиваюсь. Знаете, вот слово «раскаиваюсь» есть с греческого. Покажи нам, пожалуйста. Каюсь или раскаиваюсь. Это значит соглашаться с тем, что я был неправ, и признавать. Вау! Ребята, первое, что? Если я имею сегодня смирение, если сегодня внутри меня есть определенная уже какая-то работа и победа над гордостью, когда кто-то приходит в мою жизнь и говорит, он упрекает меня в чем-то. Я не говорю: слушай, это ты сам первый начал, поэтому это все. И это вот потом, это вот, и вот эти вот истории бесконечные, почему так случилось. Никому твои истории
даром не нужны. Потому что эти истории уже звучали в Эдемском саду, помните? Пришел Бог, говорит, что спрятались? Да мы там поняли, что мы голенькие, вот нам стыдно стало. А не ели ли вы вот с этого дерево? О, это вообще не я! Господь, это жена! Она пришла! Она меня накормила! Я не знал, чем она меня кормит! Мы в игру играли! Она мне глаза завязала! У нас все так по красоте было, так романтично! И в конце концов ты мне ее дал, эту женщину! Если она тупая, то сам имей в виду, откуда она появилась. Мы такие! Знаете, когда нам кто-то что-то говорит, вместо того, чтобы сказать, я понял, я не прав, простите меня. Вау, такое впечатление, будто с него проще шкуру содрать, чем добиться слова, простите меня, я не прав. Друзья, чем отличаются гордые люди от людей смиренных? Когда кто-то ему что-то говорит, он не оценивает его статус. Так, это кто ты? Это ты, самая непонятная женщина, да молчит в моей жизни. Вообще, кто ты? Никто. Дети какие-то мне что-то говорят. Никто. Какие-то там овцы в моей церкви. Никто. Братан, на опасном пути. Отвечаю, на самом опасном пути. Потому что следующий уровень, который Бог будет употреблять, чтобы укорить тебя, это будет осел. А это больно всегда. Бог будет такие ситуации использовать, когда ты так носом больно упадешь в грязную лужу, и только тогда, когда эти пузыри из лужи будут идти, ты будешь говорить, Бог, я все понял. А к тебе приходил брат и упрекал. К тебе приходила жена твоя. К тебе приходили твои дети, твое окружение, которое знает, как ты живешь. И говорило тебе, сын мой, или там муж мой, или отец мой, вот это неправильно, так не надо делать. И вместо того, чтобы сказать, простите, я был неправ, начинаются 500 разных оправданий. Знаете, я вот как служитель, Бог меня поставил, чтобы я обличал, укорял, чтобы вовремя и не вовремя я настаивал на разных вещах в нашей церкви, чтобы я определенные границы соблюдал, блюл, чтобы многие за эти границы не шли, чтобы я эту ногу обратно брал и за границу я выставлял обратно. И как часто ты людям какие-то вещи говоришь, слушай, вот это то, что ты делаешь, вот это как ты себя ведешь, это не послушание Слову Божьему, это не покорность Богу. Да вы не представляете, Денис, какая у меня ситуация. Все я понимаю. Еще одно понимаю, чтобы измениться, чтобы покаяться, чтобы согласиться с тем, что тебе говорят, и признать, нужна капля смирения. Капля смирения. Что такое гордость? Это когда есть только ты самый умный, есть только ты самый знающий, а все остальные просто такие полудебилы вокруг тебя, которые все по-своему видят. Один ты все можешь правильно оценивать, правильно видеть. Я тебе могу сказать, друг дорогой, если это в твоей жизни, это опасный, реально опасный путь. Подумай об этом. Что такое опасность гордости? Когда люди, которые стоят очень круто, они падают так громко, и они падают так больно, и многие из них больше никогда не поднимаются на тот уровень, на котором они стояли. Почему? Потому что эта гордость вкрадывалась очень технично. Сначала они надмевались над своим ближним окружением, потому что эти люди, кто они такие, чтобы мне говорить и меня упрекать в чем-то. Потом они надмевались над теми людьми, которых Бог специально приводил в их жизнь. Потом они просто превозносились над людьми, и я там вспоминаю эти разные истории, когда специально люди оставляли все из других стран, приезжали, чтобы пообщаться с этим служителем, для того, чтобы ему сказать какие-то вещи, в которых ему нужно покаяться. А слово, знаете, простите меня, я был неправ, это уже отсутствует годами в его лексиконе. Да не будет этого с нами, друзья дорогие. Да будем мы сегодня людьми, которые способны говорить «я каюсь». И только тогда, когда человек, знаете, вот интересно, вот здесь написано, если согрешит против тебя брат 7 раз в день, и 7 раз он придет к тебе и скажет, я каюсь, я признаю, что я был неправ, прости меня. Библия говорит, прости его. Знаете, вот почему сегодня рушатся отношения? Некоторые люди говорят, а что ты с тем не общаешься, с этим не общаешься? Чтобы никто никогда мне не задавал этих вопросов, я вам объясню. Были ситуации, например, у меня старые друзья есть пасторы, с которыми я сегодня не общаюсь. Знаете почему? Потому что были такие моменты, когда я понимал ответственность, что мне нужно сказать ему определенные вещи.
Мне нужно остановить его в определенных вещах. Кто-то разрывал церкви разделением, кто-то делал совершенно надменные вещи, и ты понимал, что ты видишь это, у тебя есть сегодня определенный доступ к жизни этого человека, к его сердцу, и ты приходил и говорил: брат, это неправильно, так делать нельзя. И ты упрекал его за какие-то вещи, и ты ждал, что этот человек покается. Но этот человек отказывался что-то поменять и отказывался покаяться. И знаете, вот интересно, что если есть какой-то конфликт, и если ты людям говоришь в этом конфликте о каких-то вещах, и человек упирается в своем, самое глупое — продолжать отношения с этим человеком. Потому что многие, они делают очень лицемерную такую картинку, создают. Они приходят к тебе на следующий день, будто бы ничего не произошло. И говорят: давай забудем все вот эти вот наши непонятки, просто вот начнем с чистого листа. Так не бывает. Вот Иисус говорит: есть грех, один упрекает другого, второй отвечает тем, что он говорит: я каюсь, я был неправ. Если этого не происходит, то происходит дальше только разрыв. Все глубже, все сильнее, и пропасть между этими людьми чаще всего возрастает. И ты потом встречаешь этого человека, у тебя нет претензий к нему в плане того, что ты не обижен на него, ты не имеешь к нему какой-то злобы, но ты понимаешь, что с этим человеком ты ничего общего уже не имеешь, потому что он остался в своей так называемой правде, и он не захотел сделать то, что говорил здесь Иисус. Это касается меня, это касается тебя, это касается всех людей. Кто-то приходит в твою жизнь, и он начинает тебе говорить вещи реальные, адекватные. Просто остановись, подумай, взвесь, что этот человек сказал. Неважно, какого он статуса. Если есть зерно правды в том, что он сказал, просто покайся в этом. Огромное количество людей в нашей жизни есть, неверующих, которые могут от имени Бога в твою жизнь говорить правильные вещи. Потому что они знают, как ты живешь. Ты говоришь одно здесь, а дома ты поступаешь совершенно по-другому. И эти люди, зная тебя, видя, чем ты живешь и чем ты сегодня питаешься, они могут тебе сказать: остановись, прислушайся. И единственный отклик, который должен быть: я каюсь, прости меня, пожалуйста, я был неправ. Первое послание Иоанна, 1 глава, 6 стиха. 5 стихов. Я хочу, чтобы вы сейчас здесь выделили 5 повторяющихся слов. Вот в каждом из этих стихов есть одно общее слово. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, но сами ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем согласно истине. Но если мы ходим во свете, как и Он во свете, то мы имеем общение друг с другом. И кровь Его Сына Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если мы заявляем, что мы безгрешны, то обманываем самих себя, и в нас нет истины. Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и справедлив. А если мы говорим, что не согрешили, то представляем Бога лжецом, и значит Его Слово нет в нас. 5 слов. Кто вот внимательно слушал? Если. Это условие. 5 раз фактически апостол говорит: если ты что-то будешь делать, то в твоей жизни будет то или другое. И он говорит: если ты ведешь себя вот таким образом, то это свидетельствует вот об этом. Если ты вот так вот поступаешь, то это приведет тебя или принесет тебе вот это. И вот там есть такое слово: если мы признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности. Интересно, просто очищение от неправедности не происходит автоматом, потому что мы пришли и сказали: Иисус, люблю тебя. И ты такой: очищен. Очищение наших каких-то отношений не происходит автоматом, потому что новый день начался. Завтра новый день, завтра новая жизнь, завтра у меня новые отношения с братом. Нет! Очищение происходит, если мы что делаем? Если мы признаем, если мы исповедуем, если мы открываем, если мы говорим: Бог, я был неправ и я каюсь. Вот человек, который хоть на граммочку уже победил гордость, человек способный говорить на свою жизнь: я был неправ. Вспомни, когда ты последний раз сказал: да, дорогая, я был неправ, прости меня. Да, сынок, я был неправ в этой ситуации, прости меня. В смысле, перед сыном? Он же балбес 13-летний, он не отличает лево от права. Вот и все. Вот и показатель. Вот и показатель твоего отношения. Че бы я перед ним каялся? Че бы я там перед ним какие-то грехи исповедовал? Друзья, если я сегодня двигаюсь от тьмы к свету, от гордости к смирению, в моей жизни будет очень много разных ситуаций, когда какие-то люди будут мне что-то говорить. И твое отношение к этим людям
твое отношение к тому, что эти люди говорят. Это свидетельствует о том уровне смирения, которое есть в твоей жизни или которого вообще нет. И четвертое, о чем бы я сегодня хотел поговорить. Иисус говорит такие слова. Откровение 2 глава, 19 стих. «Я знаю твои дела, твою любовь, веру, твое служение и терпение. И я знаю, что твои последние дела более велики, чем первые». Прикиньте, друзья, Бог ему все равно, какие знания у нас есть. Ему важно, какие дела мы делаем. Ты можешь знать, как правильно воспитывать детей, как любить свою жену, но при этом делать поперек. Бог не смотрит на твою даже вот это вот «я хотел как лучше». Бог смотрит на твои поступки. И знаете, вот как минимум в Новом Завете есть 8 мест Писания, даже 9 мест Писания, которые напрямую говорят о том, что Иисус будет судить людей по делам. По делам. Есть еще огромное количество косвенных мест Писания, из которых мы понимаем, что для Бога важны дела, не наши намерения, не наша даже мотивация, а важно то дело, которое я сделал или не сделал. Поэтому Бог сегодня нас всех подталкивает к делам. Одно дело знать, например, о даянии, другое дело давать. Одно дело знать, например, о том, как любить человека, другое дело любить. Одно дело знать, как правильно служить людям. Другое дело совершенно – это служить людям, это делать что-то. И Бог нас побуждает всех к каким-то делам. И потом Он говорит: Денис, я знаю твои дела. Я знаю, чем ты живешь. Я знаю, что ты уже сделал. Я знаю, что твои дела. И вот здесь, знаете, Он хвалит их фактически за это. Он говорит: твои последние дела более велики, чем первые. Вот когда мы говорим о наших делах, нам нечем хвалиться, гордиться, надмеваться друг над другом. Нам нужно думать, молиться только об одном, чтобы наши Божьи дела, они возрастали с каждым годом. Мой духовный рост – это возрастание моих Божьих дел, плодов, то, что я делаю, не то, что я знаю. Знаете, печально, когда человек 20 лет ходит в церковь, и он, как я уже говорил, вот с такой головой, но ничего в жизни не поменялось. Он ничего так и не стал делать. Он знает, что у него из-за страха нет движения в деньгах, в финансах, он боится начать какое-то новое дело. Он ничего с этим не сделал. Он знает, что он, к примеру, из-за своего эгоизма постоянно обижает свою жену, и у него неправильные отношения с женой. И 20 лет одно и то же, ничего он с этим не сделал. Эти знания ничего тебе не дадут. Но если ты сегодня растешь в делах, Бог будет видеть твои дела, будет хвалить тебя за это и говорить: красавчик, жену ты больше любишь в этом году, чем в 2024. Делаешь одно, другое, третье, больше, лучше. И он говорит: дела твои более велики. Он хвалит их за это фактически. Друзья, нам нужно думать, нужно молиться о том, чтобы то, что мы знаем, оно все больше и больше перерастало в какие-то дела, и чтобы наши дела сегодня свидетельствовали о том, что мы растем. Знаете, вот очень легко всегда определить человека, который растет в Боге или не растет в Боге. Когда ты общаешься с человеком, ты спрашиваешь: а чем ты сегодня занят в церкви? И он говорит: я раньше занимался тюремным служением. И ты спрашиваешь: а сегодня? Сегодня. Я раньше с ходатаями тусил, я с ними по 3 дня. Нет, сегодня. И ты понимаешь, что когда-то этот человек жил с Богом, его жизнь была в покорности, в смирении Богу, и он делал невероятные дела. А сегодня как будто бы все сошло на ноль, и он катится по течению или плывет по течению, куда его выведет это течение. Наша ответственность сегодня быть людьми, которые с годами только взрослеют и способны принимать ответственность за наши поступки, за наши дела, и чтобы наши дела, они добрые дела, святые дела, дела, которые ждет от нас Господь, чтобы это только росло в нашей жизни. Апостол Павел говорит опять к нашим дорогим друзьям из Коринфа. Второе послание к Коринфянам с 10 главы. «Мы не хотим уподобляться тем из вас, кто сам возвышает себя или сравнивать себя с ними. Они поступают глупо, сравнивая и соизмеряя себя с самими же собой». Вот здесь, знаете, я закончу тем, с чего я начал. Самая большая глупость – хвастаться, гордиться на фоне тех людей, которые что-то меньше нас делают, которые что-то меньше нас достигли, которые что-то меньше нас имеют сегодня. Это самая большая глупость. Он говорит: они поступают глупо, сравнивая и соизмеряя себя с самими же собой. И дальше он говорит: мы не хотим уподобляться тем из вас, кто сам себя возвышает или сравнивает себя с ними. Вот что такое гордость? Это одно из проявлений
иногда незаметное проявление гордости, когда ты сравниваешь себя с другими людьми. И если этот человек, на фоне этого человека ты чувствуешь себя красавчиком, ты такой, знаешь, тебе прям приятно быть в общении с этим человеком, потому что ты крут на его фоне. И не дай Бог тебе оказаться на фоне человека, который в чем-то более продвинут, и ты чувствуешь себя каким-то ущемленным, униженным. Оставьте эти чувства, потому что эти чувства приходят не от Духа Божьего. Эти чувства приходят напрямую от гордости. Это способность человеческая, которую вложил враг в нас, сравнивать себя друг с другом. Сравнивай, если себя хочешь с кем-то сравнивать, сравнивай себя с Иисусом. Всегда будет куда расти. Писание нам говорит, подражайте Павлу, как он подражает Христу. Всегда будет куда расти. Смотри сегодня на тех людей, у которых ты можешь чему-то учиться. Не будь глупым человеком, который смотрит на людей, у которых ничего не получилось. Такие неудачники. Мы иногда и окружаем себя этими неудачниками, потому что на их-то фоне мы крутые. Но я тебя могу расстроить. Это все называется гордостью. Друзья, вот наши дела, мы что-то либо делаем, либо не делаем. Ты что-то слышишь сегодня о том, что я говорю о гордости. Какие-то вещи, может быть, ты слышишь, и у тебя есть свои какие-то взгляды, свои какие-то убеждения. Знаете, например, мы не постимся, мы не молимся против гордости только как самоцель, чтобы быть более смиренными. Это не просто самоцель. Вы знаете, что такое смирение? Это полное отсутствие гордости перед Божьим Словом, перед Божьими планами, перед Его волей. И когда я смиряю себя, это значит, я выбираю покориться тому, что говорит Его Слово, как бы мне это было неудобно. Второе, я выбираю покориться путям Его, которые Он для меня предлагает. Поэтому гордый человек, когда ты ему говоришь, слушай, помолись и скажи, Бог, если будет на то воля Твоя, то тогда открой мне там возможность поехать в Америку. Если это не твое, пусть для меня навсегда будет закрыт въезд в Америку. Что, дурак, что ли? Я не буду так молиться. Там моя жена или не моя жена, и ты ему говоришь, да помолись, скажи, Бог, если это твое, пусть состоится, пусть произойдет. Если не от тебя, просто удали меня от нее, как восток от запада. Ты что, гонишь? Я не хочу так молиться. Это все, это приговор, это внутреннее нежелание покориться, это внутреннее нежелание смириться. Знаете, церковь успешная какая? Это церковь обычных людей, у которых нет миллиардов долларов, у которых, может быть, нет там бесконечных вот этих брызг там, того, как Бог каждый день там говорит с ним, у него такие глаза, и ты не понимаешь, сияет он от чего. То ли от духа обольщения у него глаза сияют, то ли от освящения такого мощного. Крутая церковь – это церковь простых людей, которые покорили себя перед Словом, покорили себя перед Его путями, и которые сказали, вообще меня пусть не будет. Пусть будет то, что хочешь ты в моей жизни. И только вот такая покорная церковь она сможет сделать то, что Бог от нас хочет. И то, что Бог приготовил и предназначил для нее на той территории, где Он ее насадил, Церковь Божию.